наступлением холодов пернатым приходится несладко, но мы, люди, можем сделать их зимовку, пусть не теплее, но хотя бы сытнее. Воспитанники Республиканского детского эколого-биологического центра привыкли заботиться о природе вне зависимости от времени года. Здесь занимаются ребята по несколько эколого-биологическим направлениям. Например, энтомологи занимаются насекомыми, орнитологи изучают птиц. Эти ребята решили, что прежде чем изучать их, неплохо покормить. Почему у вас такая большая кормушка? Чтобы каждая птица смогла прилететь в нашем городе и смогла поклевать семечек. Чем вы кормите птиц? Обычно они питаются какими-нибудь зернышками, семечками. Некоторые даже червячков едят. В этот морозный день группа ребят не в полном составе. Лишние руки не помешают производству такого масштабного объекта. Они разрешили мне поработать молотком и даже дрелью. Как истинные экологи, они творят из вторсырья. Если телезритель захочет сделать такую же кормушку дома, какие правила ему надо знать? Ну, в принципе, особых правил никаких нет, но нужно соблюдать, понятное дело, правила безопасности, чтобы там молотком себя не ударить по пальцу. Материалы могут быть разные, и, в принципе, вот именно эту кормушку мы сделали из 3 фруктовых поддонов, которые после использования просто сжигаются, и их можно найти возле каждого почти магазина. Как известно, на сегодняшний день многие птички вынуждены переселяться в город, но в крупном мегаполисе далеко не всем получается выжить. Ребята стараются не только помочь, но и изучить это явление с точки зрения науки. Каких птиц вы хотите привлечь в свою кормушку? В частности, мы хотим привлечь нашу кормушку синиц, так как они являются насекомоядными птицами, и поэтому они будут избавлять наши сады от вредителей. После того, как кормушка готова, мы с ребятами определяем ее место. Располагать ее надо не очень высоко, чтобы каждый желающий мог дотянуться и насыпать корм. Но и не очень низко. Птицы могут остерегаться кошек и пожертвуют едой ради своей же безопасности. Главное, помните, что доброта спасет мир, а в нашем случае она спасет птиц. Будьте внимательнее и заботливее, и оно к вам вернется. София Гилязова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.